работаете, поэтому хотелось бы спросить, как вы отдыхаете? Вы знаете, просто мне кажется, отдых — это переключение на что-то другое. То есть вот сегодня это может быть для кого-то работа. Для нас с Максимом, я уверена, что это удовольствие. Это встреча, которая подарит, опять-таки я повторюсь, там массу положительных эмоций. Несмотря на то, что с утра, вот с 11 часов, Максим уже отыграл в сказке «Золушка». Я уже порепетировала Моцарт Реквием, на который с удовольствием приглашаю вас 26 января. Будет вечер памяти Натальи Петровны Масановой, и я в числе солиста буду петь эту замечательную музыку. Поэтому, когда есть, вот завтра понедельник, в театре выходной, но у меня рабочий день в колледже искусств, поэтому как бы переключился, пришел к любимым студентам и с ними как бы отдохнул душой. Не знаю, есть, конечно, я люблю баню, я люблю выезжать на природу, я люблю лыжи, бассейн. Вот в зале сидит одна девушка, которой мы очень часто раньше ходили. Когда мы пойдем в следующий раз? То есть вы считаете, что лучший отдых — это смена деятельности, да? Да. Ага. А вообще удивительно работать и иметь возможность отдыхать на работе. Замечательная профессия. Знаете, нам повезло, Илья, потому что мы занимаемся любимой работой. Мне кажется, это так ужасно, когда человеку неинтересно, и он обязан ходить и что-то делать. Вот это, наверное, несчастье. А мы с Максимом счастливые люди, правда, Максим? Да, это любимая профессия. Это не работа, это профессия. Замечательные слова. Любите свою профессию, дамы и господа. Максим, как было сказано, немножко переформулирую вопрос. Вы работали во многих городах, исполняли очень сложные партии. Расскажите о них, но самое главное, расскажите про самый курьезный случай на сцене и как вы из него выпутались. Но так, сначала партии. Да. Значит, начало вопроса какое было? Значит, какие самые сложные партии? Ну да, какие ваши партии самые значимые для вас были? Самые сложные, пожалуй, самые сложные, это была партия генерала Хлудова в спектакле «Бег» по Булгакову. Это было очень тяжело. То есть, когда потом Бориса Годунова работал, это уже казалось так, в общем-то, не так сложно. После Хлудова это... Потом, Борис Годунов, конечно, сложная партия, но после Хлудова уже было полегче. Вот. Князь Игорь. Эти партии, Борис Годунов и князь Игорь, они составляли сложность в том, что я как бы бас, а они написаны вообще-то для баритона. Поэтому была сложность еще в этом. Естественно, работа над ролью графа Рязанова в «Юноне Авось» это отдельная ситуация, то есть там было очень тяжело. Тем более, что после такого авторитетного уже исполнения, такого уже, по-моему, засевшего в головах всех нас как шаблон в исполнении Николая Караченцева, это было очень опасно, тяжело, сложно, напряг был жуткий. Но тем не менее как-то пошло, и оказывается совсем не страшно потом. Вот. И самая, пожалуй, необычная роль, тяжелая была действительно роль, где не надо было совсем петь. Да. Это был спектакль в Астрахани танго-оперита Пьецолы под названием «Мария де Буэнос-Айрес». Вот, очень такой сюрреалистичный такой текстик, очень необычный, вообще для запоминания очень тяжело было. Самое интересное, что весь спектакль поет Мария де Буэнос-Айрес, а я только так присутствую и говорю, все время говорю. То есть я все время пьяный поэт, который весь спектакль на сцене. Вот. И в пьяном бреду вот он несет, казалось бы, такую ахинею, но на самом деле стихи, текст просто уникальный, потрясающий. Я бы очень хотел еще раз, пожалуй, исполнять именно вот эту роль, совершенно необычную, потому что она вся построена именно на том, что он говорит под музыку.
И говорить надо очень четко, попадая все время в этот темпоритм танго. Весь спектакль танго. Быстрее, медленнее, там с какими-то нюансами, но это было потрясающе. Просто выворачивает душу наизнанку. Вот это было тяжело удержать себя здесь, чтобы не расчувствоваться и продолжать играть весь спектакль на сцене, не петь при этом. Да, надеюсь, что поэт был пьян, это не был самый курьезный случай на спектакле. Курьезный случай, это достаточно быстро рассказать. Это я пел Кочубея в опере Мазепа Чайковского. Это было в Екатеринбурге. Самая страшная сцена в конце оперы, сцена пытки. Там уже весь в кровище просто, прикован был там к гвоздям на сцене, босиком все время. Ну вот эта хохмочка такая была. То есть я вот стою вот здесь прикованный, настраиваюсь, сцена пытки страшнейшая. То есть там попробую еще дать по ее. Пошел занавес, так, он не от центра расходился, а с той стороны. И вот он так идет. Я, настроившись, так опускаю голову, весь такой в крови стою, уже измученный, опускаю голову. Что я вижу? Я стою в шлепанцах Nike. Да, босиком за кулисами-то не хочется бегать, бегаю в шлепанцах. Ну, на сцену вышел. И как ты от них избавился? Ну, а что тут делать? Ну, вот стою и так. Занавес уже практически подошел при этом. А второй шлепанец так, оп, а тут торчал такой, декорация, значит, гвоздя большого, так ногой так, бам! И вот лежит. Что делать? Слава Богу, что ребята из Миманса, значит, успели среагировать, подскочили и забрали, занавес как бы еще не успел открыться. Вот это вот за мгновение, можете себе представить, что пережил за одно мгновение. Вот такой курьезный случай. Да, какие только трюки артисты не выполняют на сцене. Что ж, осталось совсем немного вопросов. Ольга, опишите, пожалуйста, в 3 словах свое жизненное кредо. Любовь, музыка, семья. Любовь, музыка, семья, дамы и господа. И думаю, этот вопрос я задам вам обоим, если, конечно, не будете против. Сможете спеть без микрофона в зал своим чудесным голосом? Что-нибудь? Без микрофона, видимо. Пожалуй, я не знаю, наверное, это не специально, но на самом деле я очень люблю петь сам дома, именно тоже украинские родные песни. Вот поэтому спою тоже украинскую песню. Убираю. Я буду петь без микрофона. Сорочку мати вишила мені червоною.
два кольори, оба на полотні, в душі моїй оба, два кольори мої, два кольори. Червоний то любов, а чорний то журба. Браво! Ольга Сосновская и Максим Алиев. Что ж, на самом деле, люди, без которых этот концерт бы не состоялся, Ольга Сосновская и Максим Полей, а также организаторы концерта, агентство «Артист». Подписывайтесь на них в соцсетях, чтобы не пропустить следующие мероприятия. Информация и телефоны есть на ваших билетах и программках. А я бы пригласил